Качества лидера у Зязикова были, кажется, всегда. Лидера неформального, который в любую минуту был готов помочь и словом, и делом. Вот я была старостой группы, а он у нас был, ну, формальный лидер, да, вот так вот. А неформальным лидером был все-таки он. И вот что я имею в виду? То есть лидер в том смысле, что мы всегда могли в любое время подойти к нему, посоветоваться. Он как-то вот чувствовала с ним такая вот какая-то внутренняя, непоказная сила духа. Был как старшим братом нашим. Хотя был он, может быть, даже и вот, например, он чуть младше меня. Девчонки все влюблены, наверное, в него были. Ой, ну знаете, когда он приехал с Гаваны, ну там вообще, конечно, были влюблены, и что мы его ревновали даже немножко так. Знаете, вот были поклонницы у него, и как бы не только в университете, но и вся республика, как говорится, была в него влюблена. Он же очень был красивый парень. Я помню его по комсомольской работе, он был всегда лидером. И я почему-то всегда думала, этот человек станет обязательно государственным человеком. И вот, наверное, все это сбылось. Видимо, все-таки есть у каждого человека своя судьба. И вот ему судьба подарила вот это вот большое дело, большую политику он вошел. И как политик он сейчас известен, сразу стал известен и на Северном Кавказе, и в России. Что вот мне лично импонирует в Мураде Магомедовиче, это его чуткое отношение к людям. Воспоминания возвращают в прошлое, к самым памятным событиям. Так еще в студенческие годы на международном фестивале молодежи и студентов в Гаване Мурад Зязиков был делегатом от Ингушетии. Там, кстати, познакомился со многими известными людьми, в том числе и с Иосифом Кобзоном. Потом написал книгу о своих впечатлениях. И, конечно, Зязиков далеко не случайный человек, который появился в этой республике. Могу сказать одно. Очень тяжело руководить этим народом. Очень тяжело. Потому что каждый ингуш – это характер. Каждый ингуш – это тейп, это родственные связи, это биография и так далее. Поэтому очень сложно быть руководителем этого народа и представлять его. Поэтому я желаю 50-летию хороший возраст, хороший. И я бы с удовольствием в этот возраст вернулся, но мне гораздо больше, я уже перешел в категорию аксакалов. Я могу пожелать моему молодому коллеге, другу, товарищу счастья, успехов, мужества, стойкости. А самое главное, пожелать ингушскому народу благополучия и процветания. Он достоин этого.